Я Наумова Ольга Васильевна, я являюсь младшей дочерью Наумова Василия Васильевича, который родился в 1914 году и умер в 1976 году. Папа родился в деревне Антоновка Нюрбинского района. Он, окончив школу в 1936 году, закончил Иркутский техникум связи и по распределению был направлен в село Амга, где он работал начальником линейного участка Иркутского технического узла связи. А в сентябре 1941 года он, имея бронь работника связи, добровольно ушел в ряды защитников Отечества. Папа имел водительские права, и поэтому он был определен в противотанковую бригаду стрелкового полка. И так военным шофером-стрелком он прошел дорогами Великой Отечественной войны с юго-западным и третьим украинским фронтами. Первую часть войны до тяжелого ранения в 1943 году он служил в истребительной противотанковой дивизии. Возил на тягаче противотанковую пушку, а во время боев входил в состав орудийного расчета. Вот. И после тяжелого ранения в госпитале пролежал 4 месяца, он служил потом в автотранспортном полку общего назначения, подвозил боеприпасы на передовую. Папа прошел дорогами войны всю отечественную, Великую Отечественную войну с 41 по 45 год. Вернулся он только осенью, в октябре 45 года, домой в Нюрбу. Вот, отмечен медалями за взятие Будапешта, за освобождение Белграда, за победу над Германией. И вершиной признания его заслуг военных явилось участие в военном параде Победы 24 июня 1945 года в городе Москва. Я была в то время молодой, и поэтому не интересовались мы в то время, в общем, историей, к сожалению, как-то так не принято было. И из воспоминаний родственников я помню, как он рассказывал, что отбирали на парад Победы, значит, ну, определенно за какие-то военные заслуги, безусловно, и еще и даже по физическим данным. Отец мой был высоким, статным, физически очень развитым, широкоплечим, красивым мужчиной таким, и подбирали на подбор, их брали вот туда. И вот этот момент и мне рассказывали родственники. А из документов, к сожалению, от папы остался только у меня военный билет, вот эти книжечки от медалей, значит, и справка из Нюрбинского военного комиссариата от военного комиссара Шейкина, что он был участником войны с фашистской Германией и принимал участие на параде Победы в городе Москва в 1945 году. Справка имеется из Нюрбинского военкомата. Там, ну, что еще сказать, конечно, воспоминаниями о войне он не любил делиться. Как-то я сама спросила его: расскажи, папа, про войну. Он говорил, это настолько было тяжелое и страшное дело, что я не хочу об этом вспоминать. Были и предатели, и всякое, и столько было грязи, боли во всем этом. Он воевал на передовой, и было очень много таких всяких историй военных. Он не любил это вспоминать. Ольга Васильевна, судя по вашему рассказу, ваш отец был человеком скромным. Каким он был при жизни человеком? При жизни он был очень достойным человеком, его уважали все наши родственники, он был спокойным, интеллигентным, в семье очень хорошим отцом он был. Он, я помню, меня и в школу в первые классы водил, помогал мне учебе по математике, по физике, поскольку он технический закончил, образование у него было. Вот. Он был очень хорошим рыбаком и охотником, любил уезжать, и построил избушку там в тайге на Вилюе. Вот. Родственники все относились к нему с уважением. Он с хорошим чувством юмора был, очень начитанным был. Он всегда в свободное время, я помню папу с книгой, всегда. Он был как ходячая энциклопедия для меня. О чем бы я ни спросила, он всегда расскажет, объяснит. В общем, но он был скромным. В быту он был очень скромным человеком. Приглашали ли его на встречи с ветеранами? И как
Все посещал ли он торжества по мероприятию Победы? Да, когда приглашали, безусловно, он посещал, приглашали в школы, значит, я помню, в Антоновскую школу его приглашали там выступать как участника войны. Давно это было, еще я была школьницей. Вот. А так вот, ну, я не знаю, где он еще, в принципе, да. Как-то так вот не было таких, как сейчас, пышно, как говорится, празднуют вот эти все мероприятия, праздники Победы. У нас 9 мая отмечалось дома в семье. Приходили все родственники, его поздравляли. Это был самый большой праздник в нашей семье, потому что папа был участником войны, он прошел всю войну. Может быть, тогда ветеранам давали путевки, например, в Крым или так далее, и в другие южные регионы Да, России? ему предлагали путевку в Крым, а он отказался. Он сказал, я был в Крыму во время войны, я видел там все, я лучше поеду в тайгу на охоту. Мгм. Он любил природу родную, отказался. Я помню, что ему предлагали в то время. Но тогда очень мало было льгот при его жизни, практически мало было льгот. Даже вот сейчас всем квартиры ветеранам дают, ну их очень мало осталось, а в то время практически никаких льгот не было ветеранов, очень мало было. Да, Ольга Васильевна, а, да, ваш отец был очень скромный, вот такой человек, советский, как все люди того времени. Честный, очень принципиальным человеком, это Да, точно. Он говорил, я никогда не пойду со своими медалями простить что-то для себя, это мой гражданский долг. Он вот так говорил, это я помню. да. Ну, рассказ был очень интересный, Ольга Васильевна. В этот вот день парада на Красной площади, парад Победы, это очень хорошая история, вот, краткая, но очень емкая, вот, и показывает, какие были люди тогда именно. Э, вот, на примере вашего отца. Вот. А наш долг Были увековечивать их. прекрасными Да, патриотами были, настоящими да, патриотами были. да, Так их воспитал отец, и его братья такими же были. да. Достойные люди. Вот. Ольга Васильевна, спасибо за ваш рассказ, обстоятельный такой и интересный.